Мечты об учебе в Оксфорде, Кембридже и Лондоне уже не являются чем-то из области фантастики. Более 10 лет правительство Великобритании предоставляет уникальный шанс таджикистанцам обучаться в магистратуре в королевстве совершенно бесплатно. Специальная стипендиальная программа называется «Чивнинг», и через нее уже прошли десятки наших соотечественников. Кто и как может подавать на стипендию, кто уже отучился в известных вузах. Разберем все по порядку. Сегодня мы в гостях у посла Великобритании в Таджикистане. Здравствуйте, господин посол. Здравствуйте. Что такое программа «Чивнинг»? Расскажите, пожалуйста. Чивнинг – это флагманская программа правительства Великобритании, которая позволяет людям со всего мира обучаться в магистратуре в Великобритании. Программа была запущена в 1983 году. С тех пор по этой программе проучилось более 50 тысяч человек. Свое название программа получила от здания Чивнинг Хаус в графстве Кент, Англия. Кто спонсирует эту программу? Зачем правительству Великобритании эта программа? Программа финансируется, по большому счету, Министерством иностранных дел и международного развития Великобритании. Также определенную часть покрывают сами университеты, чтобы привлечь студентов из-за границы. В некоторых странах компании и организации также выступают спонсорами программы. Каждому главе МИД в мире известно, что глобальные проблемы нуждаются в глобальных решениях. Глобальные решения могут быть приняты только посредством сотрудничества людей из разных стран. Цель Чивнинг — создать международную сеть для международного нетворкинга, для людей, которые способны решать глобальные проблемы. Скажите, пожалуйста, для кого предназначен проект Чивнинг? Это программа для тех, кто имеет видение того, как академический опыт программы и международные связи, которые могут им пригодиться, для того, чтобы помочь своей стране бороться с вызовами будущего. Ваш совет всем тем, кто хочет подать на эту программу? Мы все знаем, какие проблемы существуют. Мы ищем людей с решениями, которые могли бы дать интеллектуальные инструменты для решения проблем. бартарии стипендияи Чивнинг ҳамин аст ки маблағи таҳсил ва маблағи зиндагӣ дар Британияи Кабир дар давоми омӯзиш ин стипендия пардохт мекунад. ва ҳатман ин як таҷрибаи бузурге аст, чунки дар кишвари дигар шумо дар давоми як сол зиндагӣ мекунед. вақти хондани ман дар мактаби синамо ба ман пешниҳод омад аз продюсери бритониёӣ ки якҷоя кор кунем ва филми пурраи маро якҷоя пеш бубарем. Ва дар айни замон ҳамкорӣ карда истодем. Училась я по специальности управления программой международного развития при Брэдфордском университете. И на самом деле я получила очень многое от этой программы, и так как для меня были открыты невероятные возможности во время учебы. Конечно же, самое первое — это получение степени магистра от британского вуза и получение качественного образования от передовых профессоров, которые имеют не только теоретическое знание, а также которые очень активно вовлечены в реализацию различных программ в разных частях мира. Трое из моих профессоров даже были в Таджикистане, они были вовлечены в реализацию проектов и проведение исследований в Таджикистане, хорошо знали контекст, поэтому могли дать мне хорошее направление в течение всего учебного года. Также я участвовала в различных мероприятиях, которые были организованы разными институтами, разными организациями, мэрией городов, а также консорциумом программы Чивнинг. Я была активным участником, продвигала студенческие различные проекты и инициативы, которые помогали различным слоям населения в городе моего проживания и студентам тоже.
Весь этот процесс поспособствовал моему дальнейшему личностному росту, профессиональному развитию, расширению профессиональных контактов, большинство из которых являются участниками программы Чивник из других стран. Я обучалась в университете Гринвича в Лондоне по специальности международный туризм и гостеприимство. Главная ценность программы Чивник лично для меня заключается в том, что она открыла мне новые возможности на международном уровне. То есть не только на локальном, как бы я много чему научилась, узнала, как работать за рубежом, у турфирмы. У меня как бы во время своей учебы у меня был очень хороший нетворкинг. Эта программа дала мне новые возможности, да. Я чувствую себя прекрасно, потому что я раньше, если занималась туризмом на локальном уровне, сейчас я занимаюсь туризмом на более глобальном уровне. То есть я не только работаю с Таджикистаном, но и с другими странами, помогаю продвигать туризм в других странах, не только на уровне DMC, но и еще на уровне национальных туристических организаций. Вот. Думаю, этим все сказано, поэтому подавайте, не ждите. Успехов вам! У нас в гостях координатор программы Чивник в Таджикистане Парвиз Джамалов. Парвиз, здравствуйте. Здравствуйте, Умеда. Очень рад вас видеть. Парвиз, каковы критерии отбора стипендиатов программы Чивника и какие требования? Спасибо, Умеда. Я думаю, это логичный вопрос. Есть 4 основных критерия отбора стипендиантов программы Чивник. Во-первых, каждый соискатель стипендии обязан как минимум иметь диплом бакалавра, то есть иметь уже степень бакалавра на момент подачи своей заявки на программу Чивник. Второе. Нужно иметь как минимум 2 года опыта работы. Но знаете, в чем хорошая новость на самом деле? Хорошая новость в том, что по нашей программе, по требованиям, волонтерство и опыт стажировкой тоже считается как опыт работы. Поэтому многие, у кого есть, скажем, 5 лет опыта фриланса или волонтерства, также могут свободно подавать на стипендиальную программу Чивник, и это засчитывается. Третье и очень важное, необходимо, чтобы кандидат, соискатель, имел высокоразвитые лидерские навыки. Но это логично, потому что в первую очередь Чивник — это программа для лидеров. Мы именно ищем лидеров, которые могли бы внести позитивный вклад в развитие в общество в различных сферах, будь то IT, юриспруденция, гуманитарные науки, что угодно. Поэтому лидерские навыки очень нужны. И четвертое, последнее, естественно, нужно обладать отличным знаниями английского языка. Но это очень логично, потому что учеба будет в Великобритании, учеба будет на английском языке, причем на академическом английском, и никто не будет делать никакую скидку, да, на незнание английского языка. Поэтому английский нужно знать в совершенстве. Сколько кандидатов получают стипендию каждый год? Сколько студентов отправляет Таджикистан ежегодно? Знаете, количество квот варьируется год от года. Бывает, иногда мы отправляем 3 стипендиантов, иногда 6. Максимум, то есть отправляли 6 стипендиантов. Но, знаете, я бы хотел здесь именно обратить внимание на то, что количество квот по Таджикистану также зависит от вас, то есть зависит от самих стипендиантов, от спроса, потому что система вообще Чивник, она функционирует по принципу экономики. Есть спрос, есть предложение. То есть чем больше будет интерес со стороны Таджикистана к этой программе, чем больше заявок мы получим, тем больше нам квот предоставят. Поэтому я очень прошу, друзья, подавайте активнее, потому что если у нас будет, скажем, в среднем по 300-500 заявок из страны, то есть возможность, что наши квоты могут увеличить до 10 мест. Ваш совет соискателям программы Чивник? Дам один совет. Я бы советовал всем тем соискателям, которые подают, у которых есть мотивация. Рассматривайте свою заявку и рассматривайте себя как бизнес-проект. Скажем, вот вы, наверное, слышали о бизнес-питчинге, да, когда приходят стартаперы, они рассказывают о своей идее, кто-то выиграет финансирование. Такой же принцип и здесь. И главный вопрос, на который следует ответить каждому стипендианту, что есть в вас уникального? Что вас выделяет на фоне других людей? В чем ваша изюминка? Это очень главный вопрос, потому что, сами понимаете, в среднем мы получаем от 150 анкет каждый год. И представляете, когда вот вы просматриваете 150 анкет, очень важно, чтобы вот личность незаурядная, да, какая-то экстраординарная личность, она должна выделяться на фоне других.
Поэтому подумайте, я вот советую всем стипендиатам, подумайте, в чем состоит ваш unique value proposition, то есть уникальная ценность, что отличает вас от других. И это поможет вам зацепить жюри, поможет вам пройти эту программу. Спасибо, Парвиз.